Согласно официальным данным, число абортов среди молодежи от 15 до 17 лет возросло. Только в прошлом году на данную процедуру пошли 107 девушек, не зная, что в столь раннем возрасте аборты чреваты последствиями. Они могут привести не только к осложнениям, но и к смерти. Они могут остаться бесплодными. И кроме этого, получают они разные виды травм. Это все-таки травматичная, как говорится, процедура. И после этого срыв, определенный эмоциональный срыв у этого подростка происходит. В прошлом году в нашей республике после абортов мы потеряли 3. Но почему же беременеют в таком раннем возрасте? Врачи говорят, этому есть причины. У подростков отсутствует знания в области собственного здоровья, да и высок уровень насилия как в семье, так и вне ее. Чаще всего, конечно, связано это с насилием психологическим, эмоциональным, физическим и, как следствие, сексуальным насилием против девочек. Мы должны об этом говорить и поднимать этот вопрос. Это не только проблема гендерного, например, неравенства в отношении девочек-подростков. Это проблема более глубокая, более системная. Ранние браки, говорят врачи, особенно распространены на юге республики. Они, как правило, ограничиваются лишь обрядом нике. В ЗАГСе регистрировать не позволяют. Создание семьи между несовершеннолетними запрещено законом. Тем не менее, численность беременных, по сути, среди девочек растет. А это чревато последствиями. Не только для плода, но и для будущей матери. Ребенок может родиться недоразвитым. А потому медики предлагают обязать религиозных деятелей перед проведением обряда нике узнавать возраст невесты. А если, как говорится, ниже 18 лет, не достиг совершеннолетия, они должны остановить свое действие. Или кто-то будет такие нике будет проводить, их надо как-то юридически наказывать, что ли. Мы светское государство. В светских странах обычно после регистрации брака проводится нике. Естественно, статистика не отражает всей картины. На самом деле, среди несовершеннолетних абортов гораздо больше. Только 5-й или 6-й аборт регистрируется. Ведь, как говорят медики, по республике много и так называемых левых учреждений, оказывающих подобные услуги, а в частных клиниках процедура анонимна. К тому же распространены и медикаментозные аборты. Чтобы снизить случаи с нежелательной беременностью, необходимо информировать подрастающее поколение о последствиях половых контактов, методах защиты, вести беседы с родителями и организовывать дружественные к молодежи кабинеты и клиники, в которых подростки не побоятся рассказывать о своих проблемах. Анастасия Соболева, Аскат Касымбеков, НТС.